31 марта в районном доме культуры Радищевского района вот уже второй год подряд прошло масштабное мероприятие – День исламской культуры, организованное Михелле Мадина непосредственно под чутким руководством имама хатыба мечети Дамир Хазрата Бекерова. Уже с 9 утра приглашенные гости начали собираться в фойе здания, где их ждали интересные выставки и содержательные мастер-классы. Любой желающий мог окунуться в красоту атрибутики ислама, выставленная одежда и убранство, древние Кораны, которым уже исполнилось более 200 лет. Тут же еще пахнущие краской типографии, только что выпущенные новинки были представлены для зрителя. Старинные шамаили, веками висевшие над порогом домов и передававшиеся из поколения в поколение как ценность, реликвия, оберег семьи, тоже радовали взор присутствовавших. Постоянно ишек башында бабайда, без язен турайды бабайда на каникулах. Вот. И постоянно ишек башында, түрде, шул, шимай, постоянно бухали. Әйтіңізде, міне бұл күнге қадар нешік сақламан екен, қойда сақлады, мұны қошырып сақлағандар мында сіз кішкене чағылып. Мен өзім білгенше, қазір 5-6 yaşında kitaplar Merhum Nebi Yiğidinin sunduğunda da kişine alanı ahirette bıraktıkları anda yıldayların bütün nesneleri bu nege ülke vergenliklerinde ülkelikleri onu dolaştıklarında gerekçe çalıp bakay dışlarında. На мастер-классах можно было научиться красиво завязывать платки и делать исламские магнитики, забрав их тут же с собой на память об этом празднике. Но, наверное, самым ценным здесь было живое общение. Гости с разных регионов, из городов Казани, Сызрани, Хвалынска, Вольска, Ульяновска, Димитровграда, Пензенской области, из Новоспасского, Николаевского, Старокулаткинского районов. Вот уже во второй раз посетили это мероприятие. Огромный интерес к нему выразили и многочисленные радищевцы. Бүгінгі шара шыннан да бек әхемиятлі шара. Біз өзім шақсан бұл түбәкке келіп урнашуыма 14 ел өтіп та кетті. Һәм мен келгеннен алып шул түбәкте ең біріншіден иганәшеләребез ярдәмендә мәчет бинасы төзелде. Ул инде төп иганәшебез Юнус Абдулкадир улы Бирюков. Hem de şu meşitibizge cemaatine celb iter için hem de şundan da bizning milletdaşlarımızda dinde hem de millette üst anların arttırır için şundan da şunday türlüden türlü şaralar görü sebebin gerek deyip taptık. Hem de ahir neticede ütken yıldan alıp mene bizning yangi formatda şunday kürkem beyrem, şunday kürkem şarabız uyuşup gitti. Ulda İslam medeniyet günü. Biz başka milletler bilen katnaş tübekte yaşayız. Şuluk vakitte bizning bütün milletten bulgan Müslüman kardeşlerimiz de bu tübekte yaşayın. Şunlarga göre de bu şaranı ütkergende de biz bir türlü İslam dinindeki bulgan ehemmiyetli bilimlerini, kıymetlerini özü bizning milletdaşlarga, başka din kardeşlerimizge hem de şu yanaşa bizde bulgan Rus milletinden bulgan halklarga da ortak dilde alıp barabız. Hem bu yılda uyuşturgan çağrının üzençiliği şılayık buldu bir ülüşün, hatta bir ülüşün değil, küpçilik ülüşün diye biz indi bizning tilimizde de alıp barga bulduk. Hem de şundan da bu bizge gerek. Çünkü bilgili balalar bakşasından alıp hatta mektepte okuşu balalarımız da en birinciden üst dilimizde söyleyip hem de dinimizni, görüp adetlerimizni tanıp şu formada bulsa da inşallah görkem yoldan barırlar деген ümitte kalırız. Темой данного мероприятия стала ценность получения знаний в исламе. Содержательные выступления со сцены звучали один за другим, увлекая присутствовавших все глубже в столь интересный и таинственный мир ислама. Кульминацией, изюминкой праздника стало выступление народной артистки Республики Татарстан Гульзады Софиуллиной. Ассаламу алейкум, hürmetli milletdaşlarım. Ассаламу алейкум, hürmetli Müslüman kardeşlerim. Qozondan sizga
Улуг сәламнәр, чуктын чук күп сәламнәр алып килдек. Исәнлекләр булып, тынычлыклар, иминлекләр булып, менә шушы җирләрдә матур гына, тату гына, тынычлык белән яшәп, үзебезнең туган җирбез бу дип яшәргә безгә насыйп булсын. Чөнки Рәсәйебез безнең уртак ватан. Безнең халкыбыз элегелектән кунак каршылаганда, кунаклар җыелганда һәр вакыт мөнәҗәт әйтә торган булганнар. Мин сезгә хәзер шул мөнәҗәтләрнең берсен әйтеп бирим әле. Ул хуш килдегез, мәрхәбә дип атала. Хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә, я мәрхәбә. Рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Һәр адымыгыз өчен шиксез савап язылсын. Динебез гафу булырсын. Хуш килдегез, мәрхәбә. Мәрхәбә, я мәрхәбә. Рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Диндә ихлас булыгыз, ниятта саф булыгыз, күркәм булыр ишегез. Хуш килдегез, мәрхәбә. Мәрхәбә, я мәрхәбә. Рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Он про Коран. Земля недвижна, небо своды, Творец поддержан тобой, да не падут на суше воду и не подавят нас с собой. Зажег ты солнце во вселенную, да правит небо и земле, как лен елеем напоенный, лампадно светит в хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром в знойный день, на небо насылает тучи, дает земле древесный сень. Он милосерд, он Магомету, открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету. И допадет с очей туман. Особенностью данного мероприятия было то, что велось оно в основном на государственном, общепринятом русском языке, так как здесь принимали участие люди разных национальностей и конфессий. Присутствовавший на празднике первый заместитель главы администрации муниципального образования Радищевский район Николай Викторович Филиппов поприветствовал гостей праздника, подчеркнул важность и значимость необходимости проведения такого рода мероприятий. От всей души приветствую участников, гостей и организаторов Дня исламской культуры, который вот уже второй год подряд проводится на Радищевской земле. Примечательно, что программа мероприятия насыщена и разнообразна. Мы с вами смогли окунуться в удивительный мир ислама, посмотрели выставки национальной литературы, творческих работ участников конкурса, проводимых в рамках данного мероприятия. И очень отрадно осознавать, что количество участников праздника выросло. А это значит, что мероприятие растет, изменяет формат проведения, привлекая к себе внимание не только жителей муниципалитета, но и соседних районов и даже областей. Сегодня одна из главных задач – воспитание молодого поколения мусульман на традициях исламских идеалов, воспитание патриотов, которые при любых испытаниях готовы отстаивать единство народа России и общие для всех нас ценности. Председатель татарской автономии Ульяновской области Рамис Фарукович Сафин выступил на родном татарском языке, подчеркнув, что несмотря на то, что Радищевский район на 95% русскоязычный, мусульманская община здесь довольно дружная и сплоченная, о чем свидетельствует и построенная мечеть в самом поселке. Ну а самой сплоченности они, конечно же, обязаны своему предводителю Дамир Хазрат Бекерову, сказал он в своем выступлении. А также призвал татар ценить, беречь и передавать детям и внукам свой родной татарский язык. Башка милләтләр арасында яшәсәк тә, без үзебезнең телебезне һәм динебезне саклап, матурына гомер итәбез. Безнең татарның шундый гадәте бар, кайдагына килеп төпләнсә дә, беренче ишетеп йортын салса, икенче ишетеп ул мәчет салдыра, мәдрәсә салдыра. Менә сез шушы кешеләрнең берсе, безнең татарлар хәзрәт яшәгән районда яшәсәгез дә, менә моннан берничә ел элек үзегезнең тырышлыгыгыз белән
Шушында мәчет салып қойдыңыз, сәл менә бүгін узып кеттім, бик матур итеп яңартып, буяп җибәргәнсез, шул кадәр дә матур, карап торганда күзне сөендерә, шатландыра. İşte biləsiz, bizim Ulyanovsk өлкәсендәге Биләр мәдрәсәсе, Ульяновда гына түгел, тирә-як Идел буе төбәкләрендә дә данлыклы мәдрәсәләрнең берсе. Бүгенге көндә инде аны 200-дән артык бала бетереп чыкты. Бүгенге көндә анда балалар белән бергә өлкәннәр дә укый, имамнар әзерләп чыгаралар. Традицион исламны пропагандалаучы мәдрәсә, Аллаһка шөкер, безнең өлкә мәчетләренә яңа яшь кадрлар әзерләү белән шөгыльләнә. Һәм әйтергә кирәк, шушы мәчетләр тирәсендә безнең мәдрәсәләребез булай да эшләп килә. Кадерле дуслар, узган елгы вазгыять менә көз көне безнең татар теленә, гомумән милли телләргә карата булган һөҗүм дип әйтелгән мишен мәгънәсендә Мәскәү тарафыннан безнең татар телебез мәктәпләрдән азрак кына кысыртлап чыгарды. Шуңа күрә минем үтенечем бу, минем үтенечем генә түгел, Дөнья татар конгрессында Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның да үтенече. Мәчетләрдә гарәп теле белән бергә балаларыбызга татар телендә өйрәтсәк иде. Үзебезнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез турында сөйләсәк иде. Бүгенге көндә мәктәпләрдә безнең бар тик 3 сәгать кенә калдырылган дәресен татар телләрен, 3 сәгать эчендә 1000 еллык тарихы, 1000 еллык әдәбияты булган халыкның мәдәниятын аңлатып бетереп булмый сәгатьтә. Шуңа күрә күбрәк монда карап торам әбиләр дә, бабайлар да бар. Балаларыбыз, оныкларыбыз белән татарча илегездә сөйләшсәгез иде. ТНВ каналын карагыз, Өмет гәзитен алдырыгыз. Соңыннан үзегезнең битегез кызарып булмасын. Мин исән чагында үзем йөргән вакытта аныгыма, балама татар телен үземнең әти, бабай, әби, әниләр сөйләшкән, аралашкан телне өйрәнмәдем икән дип. Әмма ләкин мондый примерлар, мондый мисаллар бар. Мин өлкә буенча гына түгел, инде Идел буендагы 9 регионга йөрибез без. Менә шундый интервью алган вакытта кайбер әбиләр, бабайлар җавап искә алар, анакларым үсбетте, ник бер авыз татарча белсеннәр дип. Ник өйрәтмәдем икән вакытында дип. Совсем еще маленькие, но так красиво одетые в национальную одежду воспитанники детского сада «Аленушка» под руководством Гульфии Равильевны Богдановой тоже прочли стихотворение на татарском языке. Отрадно, что и в семьях, и в образовательных учреждениях прививаются ценности национальной культуры и родного языка. Изге Kur'an'da Bismillah eytek başla, temle rızık nede, Bismillah eytek aşağı. Бисмиллах – это ключ от Корана и от мудрость дарующих книг, и защита еды от шайтана, и начало поступков благих. Tülle işikli yüzağın Bismillah edebiyat yüzüne hem kullarına Bismillah yapıyat. Имам хатыб мечети Медина железнодорожного района города Ульяновска Ибрахим Хазрат Ахмеров в своем выступлении на тему «Чудеса Корана» в самом начале выразил искреннюю радость того, что в наше время нет никаких препятствий для религии, и администрация всех уровней поддерживает религиозную деятельность, в том числе и наш губернатор Сергей Морозов. Действительно, сегодня и духовенство, и власть взаимодействуют вместе. Это очень хороший показатель. У нас буквально вот во вторник тоже была встреча с губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым. И на этой встрече он акцентировал на этом особое внимание. И даже непосредственно каждого имама, каждого хазрата он спрашивал, находясь с того или иного района, то есть глава взаимодействует с вами или нет, с вами глава взаимодействует или нет. То есть его забота и переживания, то есть она очень важная. И поэтому сегодня мы видим то, что на самом деле и администрация, и духовенство взаимодействует. Это очень хороший показатель для более плодотворного развития региона. Переходя к нашей теме о чудесах. Действительно, Всевышний создал всех людей. И Он их не оставил просто так в этом мире. На протяжении всего периода человечества Всевышний отправлял посланцев от себя, отправлял посланников, через которых Он разъяснил цель и суть сотворения Земли и цель сотворения человечества. И мы знаем, посланников было очень много. И одни из самых известных из этих посланников, это первый посланник, который был одни из первых, Нух, да, Авраам, Ибрахим, алейхиссалям, и был Моисей. И у каждого пророка, у каждого посланца были определенные чудеса. Но те чудеса, которые были с посланниками в те времена, они были чудеса только именно для того времени, в котором они находились.
Чудо же последнего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, оно осталось до судного дня. И это чудо, это книга Всевышнего Аллаха, Коран, это слова Всевышнего. Задолго до мероприятия были объявлены несколько конкурсов, таких как сочинение на тему «Что я знаю об исламе», презентации и поделки. Итоги этих конкурсов подводились на данном мероприятии, и награды нашли своих победителей. Отрадно, что не только учащиеся наших школ, но и других городов приняли в них участие. География действительно была обширна. Это и Энгельс, Ульяновск, Димитровград. В нашем 21 веке нет границ и преград, ведь работы можно было предоставить в электронном виде через интернет. Благодарственными письмами наградили людей, внесших вклад в развитие и распространение ислама в нашем муниципальном образовании Радищевский район. Среди них воспитательница детского сада Аленушка Гульфия Равильевна Богданова. Гульфия Равильевна Богданова, наставник, воспитатель. Преподаватель исламской культуры средней школы номер 1 Гузелия Зуфаровна Нарбикова, которая наряду со своим супругом также внесла огромные силы в организации данного мероприятия. Таким же благодарственным письмом была награждена директор казенного учреждения культуры Межпоселенческая районная библиотека муниципального образования Радищевский район Татьяна Александровна Иванова. Удостоена благодарственного письма была и учредитель общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Дворянская» и «Агроинвест» Зайтуна Муталибовна Бирюкова. Наш мудрый наставник и вторая мама. Мероприятие действительно впечатляет как своим содержанием, так и своей масштабностью. Мы надеемся, что оно станет традиционным и, конечно же, в следующем году обязательно пройдет в нашем муниципальном образовании. Выражаем огромную благодарность Мехалле Медина за проведение такого рода мероприятия. Пожелаем им успехов в делах, здоровья и процветания.